Мы сегодня празднуем. Не клеймим, не ругаем, чего мы празднуем? Празднуем 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Раньше, за расхищение социалистической государственной собственности была такая статья, 93 апреля. Смертная казнь была за хищение стоимости одних «Жигулей» практически. Даже «Волга» уже переходила эту планку. Четко каждый вор сидел в тюрьме или расстреливался. Это было. Мы все были в школах. У нас всех было бесплатное питание. В школах родители не собирались, все за счет государства ремонтировалось. Детские садики были бесплатные. Если кто помнит, помните, что расчетная книжка за ЖКХ была напечатана, тариф был напечатан в типографии. Да. Сразу на несколько лет. До копеек. И не менялся. Можно было практически сразу заплатить за год вперед, ну, кроме электричества. И это было, даже с небольшой зарплатой, денег хватало на все. Цены только падали. Мы, когда прошли тяжелую войну, мы уже через 3 года страна избавилась от карточек. Вспомните, что соотносится со словом Сталин, Хрущев, Сталинка. Вот Сталинки. Да, которые стоят до сих пор. До сих пор стоят большие, объемные, широкие. Хрущевки. У нас Чемпионская улица. Это все хрущевки. А в Лесино, когда мы с подвалов, наши родители вместе с нами переезжали в эти достойные по тем временам квартиры, мы знали, что мы, закончив КПТУ, технику, вуз, мы знали, что за нами страна, и мы необходимы нашей стране. Мы шли по распределению и обязаны были отработать каждые 3 года. А сколько у нас было льгот, сколько у нас было, говорю, привилегий у простого рабочего человека. Попробуй сейчас найди это, говорю. Начинается время, когда послезавтра мы с вами не найдем токаря, который бы выточил болт. Ну, зато менеджеров и всего, кого хотите, найдете. Сейчас, говорю, идешь по городу, на самом деле, вот так вот по латыни практически. Там баки, тут какое-то, я не знаю, что написано. И везде, говорю, аптека, банк, зубопротезные, ритуальные услуги. И, говорю, пройдите по Ленина, и ведь там, говорю, от главка, то есть это самое... От «Газпрома» идешь, а там вот эти вот все и ритуальные, и все. Это что? Было в советское время у нас один Госбанк, потом еще Внешбанк, и все. А ведь сейчас, говорю, и каждый норовит это. За центральном телевидении хоть что-нибудь, где-нибудь детское чуть показывают грязные трусы этого самого Смолочковой, или там еще кого-нибудь, что-нибудь хорошее показывать. Ой, надо опять, сейчас в Донбасс отправили, даже наши коммунисты там отправили это самое, гуманитарную помощь. А кто нашим отправит эту гуманитарную помощь? А где наш Афган, где наша Чечня? Да, Чечня, Афган, все вот это вот говорю. А нашего простого человека, который сейчас в поселках отрезан, ни дорог, ничего нет. И вот мы с такой ностальгией каждый смотрит, говорю. Иногда посмотришь старое кино, и слезы наворачиваются. А сейчас один бандитизм убили, и нормально там. Сейчас идите след, смотрите, он целый день будет идти. Завтра про какого-то шефа будут рассказывать. Посмотрите, за последние лет, наверное, 7 или 8, 400 тысяч человек с Коми уехало. И народ уезжает, уезжает и уезжает. Инда и Воркута практически не существует. Обратите внимание, что в каждом поселке, говорю, уже не стало людей, там деды остались. Ну а раз деды, медиков там нет, ни школ, а ведь школы, говорю, и Надеждиного закрыли, и это самое, это страшно. И все-таки, да здравствует Великая Октябрьская революция. Революция, которая дала нашим дедам, отцам, и нам с вами, говорю, вот это вот светлое, которое спасибо, что вы не забыли и приходите на этот митинг. Первые годы, когда к власти пришли либералы, молодежь думала о чем? Это о деньгах. И
как-то дорваться до этого бабла. Сегодня изменилась ситуация. Эти молодые изучают Маркса, Ленина и думают, решают, как эту власть свергнуть. Советская власть, кто ее застал, знает, что собственность народа распределялась на жилье, на социальные нужды, на армию, на развитие космоса, техники. Так я знаю одно. Советской власти быть, этой власти дадут пинка молодежь. Впечатление о своем детстве, оно осталось. И у каждого у нас 70-х годов оно осталось у нас здесь. И мы скучаем. И даже глядя в интернет, мы все время это смотрим и вспоминаем. Каждый ребенок нашего возраста. Сегодня мы отмечаем день 102-й годовщины Великой Октябрьской революции. Вообще все праздники Советского Союза что-то означали для человека. Это не просто какая-то Пасха, хотя, наверное, для кого-то это особый праздник. Все советские праздники, 9 мая, 1 мая, 7 ноября, это завоевание человеческих свобод, завоевание от фашизма, избавление его от фашизма, завоевание своих социальных прав для всего рабочего класса. Поэтому тот человек, который стоит на монументе сзади меня, основал первое в мире государство, которое состояло из эксплуатируемых. Ни одна страна в мире не доказала то, что она может жить с буржуями, но без рабочих. Но именно этот человек доказал, что страна может жить с рабочими и без буржуев. Мы-то все помним, когда мы жили при более развитой цивилизации, когда у нас были рабочие места, когда работали заводы и фабрики, когда было сельское хозяйство, которое производило продукцию без ГМО и пальмового масла. Вот. Мы имели право выбора работы, получали оплачиваемые отпуска. Когда мы с вами получали квартиры бесплатные, получали дачи, когда ездили в отпуска, отдыхать в санатории и курорты. Наши дети ездили в пионерские лагеря. У нас не было нищих, которые копаются по помойкам. Мы платили разумные деньги за ЖКХ с вами. Все, вот уже тут упоминалось, была книжка, и там все было пропечатано. Вот. Поэтому мы могли найти управу на любого чиновника, на любого самодура начальника. Это было все. Сейчас все это в связи со 102-й годовщиной куда-то почему-то исчезло. Вот. Мы ведь не знали, не думали, что нашу страну захватит не какой-то там внешний враг, хотя сейчас уже Китай к нам тоже двигается, а свои внутренние затаившиеся враги сделали. Да, было много плохого. Да, было там, но это история, ее надо чтить, помнить, а не выписывать штрафы за то, что мы ее помним. Если людям было бы здесь жить комфортно, если бы была нормальная, еще раз говорю, социальная и экономическая политика, никто бы отсюда не уезжал. Сейчас озаботились, наша республика озаботились о каком языке. Они там в Сыктывкаре выдумывают там эти самые, гордятся этим, целое, извините меня, министерство сидит и разрабатывает новое это самое, новые слова. Но это ладно, бог с ним. Но мы-то люди взрослые и гордятся тем, что у них один мальчик или одна девочка там на коме языке что-то там спели или рассказали стихотворение. Значит, коме язык сохранился. Это ложь. Потому что мы все, люди взрослые, понимаем. Культура, язык, традиции сохраняются там, где живет народ. Возьмите сейчас коми-деревни, коми-поселки, коми-города. В коми-деревнях почти не осталось молодежи. В поселках тоже. Как может сохраняться культура и традиции, если нет населения? Это время характеризуется хотя бы тем, что во времена всеобщих свобод
во времена махровой демократии к нам абсолютно спокойно могут подойти и сказать, вот это говорить можно, вот это говорить нельзя. Мы живем в очень странное время, когда, казалось бы, с одной стороны, эпоха повальной реакции, и все коммунистические и рабочие движения находятся в очень сильном упадке. В то же самое время мы видим, как по всему миру набирают ход протесты. Это Чили, это Ливия, это Испания, это Россия. И во всех этих движениях не последнее место занимают коммунистические и рабочие движения. Мы пришли сюда сегодня, чтобы отпраздновать эпохальное событие в истории не только России, но и мира. Это событие 102 года назад показало, что рабочий народ может жить счастливо, может править, может использовать ресурсы в своих интересах, может использовать производство в своих интересах. Это событие показало, что рабочий народ может жить свободно и счастливо. Капиталистическая машина идет на излом, она бьется в агонии. Она, как летящий со скалы человек, пытается ухватиться за выступы, но у него ничего не выйдет. Эта машина обречена на провал. И нам, на тех осколках этой самой машины, нам придется строить свое будущее. И хоть и здесь были слышны речи о том, что это будущее за молодыми, это действительно так, но поддержка тех, кто застал хотя бы на последних стадиях завоевания октября, это тоже очень важно. Мы должны использовать опыт прошедших поколений. Мы должны его анализировать, изучать и на его основе строить светлое будущее. Это наша задача, нам так жить, нам свое собственное общество будущего строить. Давайте скажем все вместе: даешь новый октябрь! Даешь новый октябрь!